Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Какой шанс вам скоро выпадет? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну кто у меня тут такой расстроенный? Кто-то очень расстроенный, либо в каких-то пессимистических энергиях находится. Что происходит? Какие-то переживания, расстройства, апатия, депрессия. Такое неспокойное состояние. Либо что-то не случилось, как вы хотели, либо кто-то с вами очень плохо поступил, и вы теперь так расстроены. Если не произошло то, чего вы хотели и ждали, выдыхайте, не расстраивайтесь. У вас ситуация это повторится при более каких-то благоприятных условиях. И тогда 100% все будет. Если вас кто-то обидел, знайте, что этот человек обязательно ответит по закону справедливости. И при этом еще придет к вам и прощения попросит за то, что вас обидел. Вот, все, ничего плохого не будет. Ваши слезы, они не должны литься рекой. Вам нужно улыбаться. Вы не созданы для того, чтобы плакать. Вы созданы для того, чтобы улыбаться и быть счастливым человеком. Поверьте. Вот это ваша судьба. Видите, тут семерка большая, такая жирная вышла. Это знак удачи. Это знак везения, это знак прорыва, понимаете, знак волшебства. Это когда высшие силы хотят человека наградить, они ему всегда семерку дают. А вам, смотрите, какую толстую, огромную семерку дают. Ну, красота. Ну, а что вы плачете? Чего вы расстраиваетесь? Все замечательно будет. Не надо, не надо. Все еще наладится. Вот помяните мое слово. Будет лучше, чем прежде. Все будет гораздо лучше, чем вы себе могли бы и представить. Смотрите, с левой стороны у вас еще одна семерка вышла, но она немножечко такая закамуфлированная. О чем это говорит? Это говорит о действительно шансе. Это удача. Удача. Знаете, как удачное стечение обстоятельств. В нужное время, в нужном месте, нужные люди. Вот. И правильная ситуация. Вот. Идет, обязательно будет. И это связано лично, персонально с вами, с вашим каким-то, не знаю, прорывом, успехом, помощь, возможно, даже какая-то, да? У кого-то прям чудо ждет, чудо с вами случится. Вот как в последний момент, да, вас вот спасают, выручают, вручают, наделяют, одаривают. Что-то прям сверхъестественное произойдет. Чудесная ситуация, которая сейчас от нас скрыта, но она обязательно с вами случится. Здесь вот прямо эту ситуацию для вас высшие готовят кропотливо и тщательно. Вы заслужили эту ситуацию. В самый нужный момент не забудьте обратиться к высшим силам, и они сразу же придут к вам на помощь, на защиту, либо на поддержку вас. Так, идем дальше. Кто-то вот не для себя, а для ребенка. Да? Ребенок, либо, может быть, брат, сестра, да? Для близкого человека просит что-то. Смотрите, ваша просьба, она похвальна. Вы молодец. Вы как будто бы собой жертвуете, говорите, мне ничего не надо, вот ребенку моему дайте, да? Либо там младшему брату, младшей сестре. Вот, дадут и вашему ребенку, и вашему брату, сестре, и также и вам дадут как награду за то, что вы такой честный, благородный человек, способный на жертву, способный на то, чтобы все самое лучшее, что у вас есть, отдать.
да, отдать во благо другому человеку. То, что вы просите, оно осуществится. Осуществится обязательно. Вот. Может быть, не одномоментно, может быть, и не здесь и сейчас, но оно осуществится. Знайте про это. Не сомневайтесь в высших силах. Не надо этого делать. Они-то в вас не сомневаются. Они ведь знают, кто вы. Они в вас верят. Дальше, мои хорошие, шанс. Шанс в взаимоотношениях. Причем с какими-то очень хитрыми, коварными, беспощадными людьми. Но смотрите, у кого-то родственнички такие, оторви и выброси. У кого-то, может быть, на работе, там, коллективчик еще тот. Может быть, даже соседи, да, тоже могут какие-то козни строить. Вот идет шанс добиться справедливости. Справедливости. Вот именно для вас. Для того, чтобы эти плохие люди больше вас не беспокоили, либо не имели возможности вас, ну, не знаю, доставать, мешать вам. Да? А здесь такой шанс будет. Но кто-то уже как будто бы занимается этой ситуацией, либо в курсе этой ситуации, и помощь придет, обязательно придет, вас не оставят, вам обязательно помогут. Дальше, мои милые, здесь есть любовь. Любовь. Только вот я не пойму, то ли вы поругались с этим человеком, то ли вы никак не можете сойтись с этим человеком. Почему-то мне кажется, что вы поругались. Возможно, причина была серьезная, а возможно, на какой-то мелочи поругались. То есть человек как будто бы сейчас отвернулся и спиной стоит. Вы бы очень хотели, чтобы этот человек, ну, как вернулся, чтобы был мир, чтобы все у вас наладилось, но он прям такой противный. Противный, обиженный, угрюмый, необщительный. Вам обязательно будет дан шанс на то, чтобы вы помирились. Обязательно. Смотрите, вам плохо без этого человека, и ему тоже очень плохо. Он тоже уже много раз об этом думал, пожалел. Но он слишком гордый, такой, знаете, противный. Ой, это особенности его характера. Значит, милые, вы обязательно помиритесь. Вот. Чуть-чуть попозже это все произойдет. Помиритесь вы, когда вас высшие столкнут. Вот будет ситуация, когда вам придется столкнуться. Ну, у кого-то это будет случайное столкновение, да, вот прям на улице столкнетесь. А у кого-то поставят как условие, да, что вы должны вместе что-то сделать. Вот. Ну и на почве совместного там труда вы обязательно помиритесь. Потому что чувства ваши настоящие, потому что вы должны быть вместе. И вместе вы, конечно же, будете. Так, здесь кому-то очень нужна помощь. Помощь в каком-то сложном вопросе. Не могу сказать, не могу понять даже, что это за вопрос. Но вы уже долго пытаетесь этот вопрос решить, как-то безуспешно. Даже какая-то обратная реакция идет. То есть вы не продвигаетесь, а как бы наоборот скатываетесь. Вопрос. Вам какой-то человек этот вопрос решит. Либо какой-то человек владеет информацией, владеет знанием, как этот вопрос решается. Помощь придет через какого-то человека. Вам дадут шанс с этим человеком познакомиться, либо воспользоваться знаниями этого человека для того, чтобы действительно решить свою вот эту сложную ситуацию. Здесь идет разрешение, выход и даже как закрытие вот этой неприятной ситуации. Это будет, обязательно будет. Так. Болеет кто-то очень сильно, болеет и не знает, от чего болеет. Ну, либо знает, но никак не получается с этой болезнью справиться. Болезненное состояние. Но шанс быть здоровеньким у вас есть. Вот вы должны это понимать. Но чтобы этот шанс реализовать, что-то нужно поменять, либо что-то вам нужно сделать. Вы либо знаете точно, что нужно сделать, либо догадываетесь о том, что вы должны делать. То есть такая у вас есть мысль, догадка. Вот вы об этом думали, причем думали совсем недавно, либо с кем-то недавно об этом говорили. Вот там были те самые волшебные заветные слова, которые помогают избавиться от ваших вот этих неприятностей по здоровью.
Смотрите, кто-то легче, кто-то сложнее, но вы поборете свой недуг, и качество вашей жизни обязательно переменится в лучшую сторону. Вот это вы должны знать. Так, еще момент. Момент обмана. Идет момент обмана и даже какого-то абьюза. Кто-то вас обманывает и пользуется вами. Либо кто-то захочет обмануть и воспользоваться вами. Вас будут предупреждать. Вас будут предупреждать, и да вы сами будете это чувствовать. Значит, не бойтесь обидеть человека, не бойтесь отказать человеку. Чувствуете что-то не так, стойте на своем. Смотрите, вам как будто бы какие-то как доказательства будут предоставлены, что этот человек мошенник, абьюзер, обманщик. Вот. Вы прям как доказательство получите, да, что человек вот вел какую-то нечестную деятельность. Кстати, вижу, что кто-то прям даже в суд пойдет с этими всеми доказательствами и выиграет этот суд. Да? Ну, пусть там не все вернете, но часть какую-то вернете. Либо там на человека обязательства будут наложены, чтобы он вам все это возвращал, выплачивал, компенсировал. Это будет. Так, еще шанс. Девочки, ну вот вы любовники. Вы встречаетесь, я не знаю, тайные отношения, либо просто вы там, не хотите там, сходиться, съезжаться, может быть, нет возможности. Но у вас любовная связь. Вам шанс будет дан на то, чтобы с этим человеком создать семью. То есть через беременность вашу. То есть вы забеременеете, у вас будет семья. Да, мужчина возьмет на себя обязательства. Если меня смотрит мужчина, и ваша любимая женщина в ближайшее время забеременеет, она обязательно забеременеет, тогда вам это прямо знак и сигнал, что вот она ваша судьба. Нужно поступать по совести, делать предложение и жить, ждать ребеночка, потом его вместе воспитывать, конечно же, любить друг друга, уважать и вот по крупинкам создавать свою семейную жизнь. Вот такой момент тоже у вас я вижу. Так, и еще удачное замужество идет. Вот именно удачное. Почему я делаю на этом акцент? Потому что я вижу, что женщина, ну не то чтобы она прям не хочет замуж, да, но у нее к мужчине как какие-то дружеские больше ощущения. То есть, ну, нету той самой искры, не знаю, как ее там правильно называют, там страсти нет. А мужчина прям, ну, золото. Он и обеспеченный, он и умненький, и прям такой добренький, очень положительный персонаж. Девчонки, не думайте долго, берите, поверьте, вы в него обязательно влюбитесь. Он сделает все, вот все сделает вот своими добрыми, заботливыми руками, чтобы вы его полюбили. И у вас будет, ну, действительно и любовь, и крепкая семья. Мало того, он же вас еще как обеспечивать будет, прям полностью обеспечит, всем и сразу. Ничего ни для вас, ни для ваших близких не пожалеет. Ну, прекрасный человек, прекраснейший. Вы достойная женщина, вот такого замечательного мужчину вам отправили. Либо вот отправят в самое ближайшее время. Не думайте, берите, живите, наслаждайтесь жизнью. Любовь, она обязательно придет. Так, и еще. Кому-то идет шанс вот что-то огромное получить, либо приобрести. Ну, кто будет делать покупки, очень удачная, выгодная покупка. Может быть, не совсем запланированная, но тем не менее. Покупка на миллион, да, вот прям. Либо вы купите, потом очень выгодно продадите, либо предложение, ну, совсем какое-то уникальное идет. Если мы говорим о каких-то подарках, ну, подарок, который очень ценный, очень дорогой, но у вас почему-то желание от него отказаться. Не знаю, то ли скромность, то ли гордость, что-то может вас там попутать. Скромность, конечно, хорошее качество, гордость не очень, но тем не менее, мои хорошие, если вам дарят, берите. Берите и даже ни о чем не думайте. Да какая разница, кто там что подумает. Главное, что вы будете при вот этой дорогой, нужной вещи. Так, еще
Здесь какое-то предложение, которое меняет вашу жизнь. Это предложение может быть связано как с работой, так и с какой-то поездкой. Оно идет именно шансом. Шанс, который выпадает крайне редко, но который полностью меняет всю вашу жизнь и всю обстановку вокруг вас. Предложение вы это получите от людей, которых вы совершенно не знаете, которые совершенно не знакомы. Вот как первые встречные получаются. Но вы все равно предложение это берите. Поверьте, оно в вашей жизни прекрасно отыграется. И, возможно, это самое прекрасное из того, что вы уже получали. Вот. Кто особенно хотел перемен, кто особенно хотел роста, прогресса и развития, вот это предложение упускать нельзя. Может быть, предложение действительно работать, но работать в другом городе, в другой стране. Либо возможность куда-то уехать, поехать или переехать. Но вам кто-то предлагает, а ваше дело либо отклонить, либо согласиться. Здесь, конечно же, нужно соглашаться. И знать, что жизнь с этого момента, с момента принятия, начинает меняться. Круто, резко, но в лучшую сторону, однозначно в лучшую сторону. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.